В эфире субботний выпуск новостей Сапшала. И с вами сегодня я, Эсма Гуланзе. Здравствуйте. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске с любовью из Абхазии на Донбасс доставили мандарины. Раскрыть творческий потенциал, как проходят занятия в арт-студии «Мухус». Особенные дети и их обыкновенные мечты и многое другое. По поручению президента Абхазии Аслана Бжани вице-президент Бадыр Агунба провел 24 декабря выездное инспекционное мероприятие по осмотру состояния объектов оборонного значения. Инспекционная поездка состоялась в рамках исполнения решений по мобилизационному обеспечению. В мероприятии участвовали вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, первый замминистра обороны Абхазии генерал-лейтенант Владимир Савченко, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Тимур Шергелия, начальник управления капитального строительства Тимур Агарба. В Сухуми открылась ярмарка сельхозпродукции, выращенной и произведенной в Абхазии. Ярмарка дает фермерам возможность реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии могут приобрести необходимые товары. И в случае заинтересованности наладить сотрудничество с производителями. На ярмарке представлены свежие фрукты и овощи, домашнее вино, сухофрукты и снеки, джемы и компоты, молочная продукция и многое другое. Организатор мероприятия – автономная некоммерческая организация «Центр развития сельского хозяйства и села». В этом году мы уже проводим 4-ю по счету ярмарку. Не так давно, в октябре, мы здесь проводили осеннюю ярмарку, а теперь у нас уже вот предновогодняя. Для фермеров, для рукоделов, для всех принимающих участие создаются все возможности для того, чтобы они могли просто прийти и свою продукцию реализовать, показать, пообщаться с покупателями, возможно, установить прямые контакты, потому что мы знаем, люди часто хотят с первых рук получать продукцию, и это вот такая хорошая площадка, чтобы такое общение, такие деловые контакты могли завязываться здесь на месте. Ну и, разумеется, люди хотят продать свою продукцию, заработать денег, и как раз вот сегодня у нас прекрасная погода в городе, мы надеемся на активность среди людей и надеемся, что, как всегда, традиционно будут хорошие результаты. По поручению президента Аслана Бжани на Донбасс доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Груз, состоящий из 100 тонн мандаринов, предназначен для детей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Пункты сбора были развернуты во всех районах республики. Помимо этого, многие неравнодушные люди занимаются сбором гуманитарной помощи по личной инициативе. Наш следующий сюжет о том, как добрые поступки объединяют людей и становятся основой для дружбы. С самого начала специальной военной операции руководство и народ Абхазии поддерживают жителей Донбасса, отправляют гуманитарные грузы в зону боевых действий. В пункты сбора люди приносят еду, вещи, воду, предметы гигиены, все самое необходимое. А в преддверии Нового года по поручению главы государства в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области было отправлено 100 тонн цитрусовых. Говорят, что в темные времена хорошо видно светлых людей, а еще лучше, когда этот свет объединяет добрых и отзывчивых людей. Неважно, в какой точке света они находятся. Наша следующая история о дружбе. Алексей Шмакотин попал в Абхазию случайно. Приехал он из Забайкалья. Занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону боевых действий. Отправляя груз на Донбасс, повредил ногу и находился на лечении в Москве. Там и познакомился с абхазами. Я сломал косточку в Берцове. Эти ребята также там находились, принимали лечение. Разговорились буквально 30 минут. Выяснилось так, что у этих ребят также служат братья, друзья, те, которые сейчас стоят именно на защите России, на защите именно славянского народа, как братья, то есть, которые поддерживают. Ну и, соответственно, нас это объединило. Так и подружились. Возникла общая идея в преддверии Нового года отправить цитрусовые из Абхазии военнослужащим, а также в госпитали и детские дома Донбасса. Алексей Шмакотин возглавляет некоммерческую организацию «Молодая сила», которая помогает жителям ДНР и ЛНР с самого начала специальной военной операции. Пригласили меня сюда, да, встретили тепло.
разместили тепло, все. Народ Абхазии не понаслышке знает, что такое тяжелые времена. Услышав о том, что на Донбасс едет очередная гуманитарная помощь, местные жители сразу же откликнулись и поддержали. Упаковали цитрусовые вот в такие коробки с надписью «С любовью из Абхазии». Это гуманитарная помощь для детей Донбасса с Абхазии. Наши сладкие вкусные мандарины. И это вместе с ребятами Забайкалья. Кушайте и с Новым годом! Даже когда фуру с мандаринами уже закрывали для отправки, местные жители продолжали подходить и спрашивать, чем еще помочь. Находясь здесь, я почувствовал, что здесь на данный момент, общаясь с теми людьми, по крайней мере, которые познакомился на протяжении этого времени, здесь патриотизм зашкаливает. Зашкаливает, потому что люди понимают, что нужно жить вместе, дружно, сообща. Только так можно выстоять все проблемы. Те, которые исходят извне, которые пытаются какими-то неправомерными силой взять. Народ тот, который действительно желает только мира. К сожалению, с друзьями Алексея нам не удалось пообщаться. Не успели. Они снова уехали туда, где нужна поддержка. Гугут Савардания, Константин Парулова, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Каждый особенный ребенок может добиться многого при активной помощи взрослых. По инициативе Виолетты Гагулия в 2001 году была создана Ассоциация родителей детей-инвалидов. Сама Виолетта Гагулия – прирожденный лидер, сильная женщина. Пока помогала собственному ребенку с ДЦП, поняла, что в Абхазии еще десятки детей, нуждающихся в реабилитации. О работе ассоциации, о достижениях и мечтах особенных детей расскажем в следующем сюжете. У Дениса детский церебральный паралич. За его плечами 2 ортопедические операции и долгий путь к самостоятельной ходьбе. ДЦП невозможно вылечить полностью, однако реабилитация значительно улучшает качество жизни. Несмотря на диагноз, Денис очень активный подросток. У него много идей и планов. Я после операции не мог ставить пятки, мне было больно. Я после реабилитации на дорожке ходил. Мне стало намного легче. И с операцией была проведена через фонд Ашана. Я им тоже очень благодарен. Ты в школу ходишь? Я уже закончил школу. Ага. Чем занимаешься, помимо того, что сюда на занятия ходишь? На сайте работаю. Ух ты! А чем ты занимаешься на сайте? Я на сайте обновляю абхазские новости. Абсадгил-инфо. Какой ты молодец! Дома подрабатываю себе на вещи. У Коли тоже диагноз ДЦП. Долгое время мальчик ходил на цыпочках и страдал от проблем с коленями. 2 операции и реабилитация значительно облегчили его состояние. Очень нравится. Здесь более-менее спокойно. Здесь нету никакого шума. Здесь, когда я начинаю заниматься, здесь я занимаюсь более спокойно и расслабленно. Я раньше ходил еще на некоторые тренировки, там мне не очень нравилось, там то шумы, то крики, то истерики, то... Захар приехал из Краснодара. Его история куда более трагичная. 6 лет назад на пешеходном переходе его сбил школьный автобус. Мальчик едва выжил. Долгое время он просто лежал и смотрел в одну точку, ни на что не реагируя. Его сегодняшнее состояние – результат титанического труда мамы, врачей и реабилитологов. И, конечно, собственных стараний. Какое твое любимое упражнение? Все любимые. Сложно делать или с Виолеттой Борисовной легко? Легко. А сейчас что ты делаешь в данный момент? Хожу на беговой дорожке. После занятий ты же лучше стал ходить, да? Да. Таких ребят здесь много, у каждого своя непростая история. Объединила их доброе сердце и профессионализм Виолетты Гагулия. С 2001 года она руководит Ассоциацией родителей детей-инвалидов. Главная цель организации – создание в Абхазии необходимых условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Мы вот так с родителями объединились и начали искать вначале помещение, у нас его не было. Я предоставила одну из своих самую большую комнату, и мы занимались там. По проекту проекты писала, там выделили нам оборудование, и потихонечку мы работали. А потом больше и больше детей. В 2015 году у меня 520, это, по-моему, самое рекордное число, вот у меня что было, 520 детей с ДЦП и просто с нарушениями опорно-двигательного аппарата вот через нашу ассоциацию прошли. Сейчас уже 2 года мы снимаем это небольшое помещение. Детки приходят, каждый ребенок занимается у меня 2 часа, сейчас у нас такой график, 21 рабочий день, потом дети уходят на небольшой перерыв и опять возвращаются. В основном сюда ходят дети и взрослые от 14 до 30 лет. Каждому найдется занятие по мере сил и возможностей. Планомерно работать, укреплять мышцы, снова и снова пытаться осваивать и контролировать движения. И как результат благодарные глаза родителей. Мы очень видим результаты, нам прям на пользу все идет. Ребенок почти уже становится на ноги, уже даже с палкой ходит, который вообще ничего не мог. А сам он с удовольствием сюда ходит? Да, очень. Он даже пропускать не хочет. В школу ходим, после сюда приходим. Устаем, но он выдерживает. Планируете и дальше здесь заниматься? Да, конечно. Спасибо Борисовне. Ее труды неоценимы. Труд с особенными детьми тоже особенный. Здесь в ассоциации свои радости и свои сложности. Сейчас 3 детей, они сейчас станут и начнут по разным тренажерам ходить. У нас еще как-то. Если 4-й, 5-й ребенок добавится, у нас уже нет места, если здесь сидят родители, у нас нет туалетной комнаты. Я уже обращалась ко всем, пока проблема остается. В связи с затруднениями финансовыми, получается, и массаж, и физкультуру делаю я. Здесь же лежат письма этих ребят к Деду Морозу. Кто-то просит толстовку, кто-то кеды, а кто-то заколки для волос, потому что мечтает стать парикмахером. Если у вас есть возможность исполнить чье-то желание, вы можете позвонить по указанному номеру или связаться с Виолеттой Гагулия в социальных сетях. Ведь мечты у этих детей вовсе не особенные, а самые обычные, как у нас с вами. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. На днях был принят бюджет столицы на 2023 год. Депутаты городского собрания утвердили его единогласно. Мнения сошлись и в вопросе повышения социальных выплат. Об итогах работы Сухумского городского собрания и планах на следующий год рассказал в интервью нашему телеканалу председатель собрания Дмитрий Госия. 2022 год стал первым полноценным годом для Сухумского городского собрания 7-го созыва. Была проделана большая работа по структурированию внутренней работы, изменен сам регламент работы. Увеличилась эффективность взаимодействия с должностными лицами администрации города по направлениям всей жизнедеятельности. Это получилось благодаря изменению законодательства, которое Сухумское городское собрание подготовило. Спасибо большое парламенту страны. В 2022 году он нас поддержал, и эти изменения вступили в силу. Хотел бы отдельно остановиться на некоторых вещах, которые были сделаны. В первую очередь, очень многих горожан волнует вопрос с бродячими собаками. Выделено на 4 миллиона рублей на их стерилизацию и поимку. И надеемся, в 2023 году этот вопрос получится нам закрыть. Приняли увеличение всех соцвыплат. Это действительно, мы коротко сказали на заседании, но это без прецедента большое увеличение на 50% для бюджета. Это достаточно много. Да, эти размеры пока маленькие. Мы хотим их увеличивать ежегодно, и, возможно, через какое-то время мы придем к таким размерам, чтобы для отдельного индивида это чувствовалось достаточно, и они действительно могли существовать и жить на эти средства. Мы увеличили также поступление нефинансовых активов в 300 статье всем домоуправлениям. Хотелось бы остановиться еще на разделе 0500, который строительство. На него выделено 96 миллионов рублей, это тоже беспрецедентная сумма. Основные вещи, которые будут делаться в 2023 году, это ремонт Красного моста,
приведение в порядок центрального парка имени Тараса Мироновича Шамба, достаточно важно. Мы запланировали средства на восстановление Сухумской горы, фуникулера, особенно его смотровой площадки и самой колоннады. Это тоже достаточно важно, очень много посетителей Сухума туда приезжают посмотреть на город. Вот. Очень многих беспокоит вопрос о ремонте дорог. Мы смогли улицу 30 сентября к 30-летию Дня Победы заложить полное ее восстановление. Это для жителей нашего нового района достаточно положительный момент. Надо сказать, что благодаря администрации города, ее главы, мы смогли вернуть на баланс города в 2022 году набережную в бывших санитарных комплексах ПВО и МВО. Сегодня они на балансе города Сухум, и у всех депутатов есть понимание, что надо связать набережную Махаджиров с той набережной. Для этого нужно будет предусмотреть строительство моста. Мы по этому поводу разговаривали с администрацией, есть кое-какие правовые издержки, я думаю, они устранятся, и к концу 2023 года мы сможем связать нашу набережную Махаджиров с той набережной и фактически ее продлить. Это, думаю, тоже хорошая тенденция, и наши люди смогут гулять на большие расстояния, любуясь прекрасным городом. Вот это, наверное, основные все моменты, которые хотелось бы сегодня выразить. Уверен, что 2023 год должен стать как и для администрации города, так и для Сухумского городского собрания плодотворным в плане работы. Наша главная цель всех – это вовлечение людей в свои проблемы и то, чтобы эти проблемы решались на благо всего нашего общества. От академического рисунка до декоративно-прикладного искусства. Творческая студия «Мухус» работает уже несколько лет. Студия располагается в Национальной библиотеке и предлагает детям различные творческие направления. Какие именно, расскажет Рада Чачава. Говорят, талантами измеряются успехи нации. В формировании личности любого гражданина важная роль отводится художественно-эстетическому воспитанию средствами искусства. Особенно важным в этой стезе представляется именно развитие самых маленьких граждан страны. Она раздала нам вот такие вот деревяшки, потом мы нарисовали эскиз, потом перерисовали его сюда и раскрасили. Вот это вот тоже я прикрепляла. И вот это. А вот это звездочки. Здесь домик, здесь елка с игрушками, вот это звезды. Вот здесь тоже звездочки. Вот здесь гирлянда. Сейчас мы делаем экопластику. Тут у меня дома стоят на деревяшке. На деревяшке у меня снег. И на домах тоже. У меня на композиции домики, плюшевый медведь, ежик, который хочет добраться до вершины, и сова. Греческий мыслитель Аристотель верил, что судьбы государств зависят от молодежи. Развитие таланта у юных членов нашего общества – дело благое и сложное, однако, безусловно, нужное. Арт-студия «Мухус» занимается столь важной работой более 3 лет. В самом центре любимого города Искандера, чьему Перу и принадлежит знаменитое название, кипит жизнь и творится искусство всех мастей. Основатели студии, члены кафедры изобразительного искусства и дизайна факультета искусств Абхазского государственного университета. 3 педагога – Аида Ачба, Оксана Барзания и Мактина Гогия – являются не только основателями арт-студии «Мухус», но и ведут непосредственную преподавательскую деятельность, обучая детей и взрослых художественно-эстетическим искусствам. У нас возрастная категория – это, значит, дети с 6 лет и так, значит, до бесконечного числа. А у нас есть младшая группа, средняя и старшая. Ну, а также, естественно, в студию приходят люди, которые имеют желание раскрыть свои стороны в изобразительном искусстве. Вот. И таких тоже, естественно, принимаем. Но вот такой вот основной вот упор делается на 3 группы. В студии множество учебных дисциплин – графика, живопись, экопластика, композиция, папье-маше.
Каждый педагог ведет отдельный предмет, а занятия проходят 3 раза в неделю. Смешанную технику используем. Мы используем, значит, технику папье-маше, а также, значит, мы работаем в цветной графике, черно-белая графика. Живопись у нас бывает, значит, классическая академическая живопись и декоративная живопись. Юные творцы не просто изучают эстетические дисциплины, обучаясь основам прикладного или изобразительного искусства. Они развивают таланты, создают и созидают, воплощая в жизнь собственные идеи. Порой, по словам Актины Гогия, результаты работы поражают даже педагогов. Из обычных, простых материалов природных, да, дети создают идеи, как зарождаются, как они начинают с эскизов, с задумки, это двигать. Это настолько интересно, это настолько увлекательно, что порой, если честно, когда мы приходим к результату, мы сами, преподаватели, так вот, вау! Каждый раз они нас удивляют. Работая с детьми, ты никогда не теряешь вот этот вот детский восторг, и слава богу, мы с ними это все через себя это пропускаем, проходим и радуемся их результатам. Идея создания студии «Мухус», по словам Актины Гогия, появилась у 3 педагогов Абхазского государственного университета спонтанно. Схожие взгляды на процесс обучения, общее желание создать территорию творчества и искусства для подрастающего поколения, искренняя любовь к своему делу и профессиональный опыт стали основой проекта и деятельности студии. Мы, отталкиваясь от всех наших поездок рабочих, выбрали для себя такую вот творческую, вот, как сказать, площадку, на которой мы можем работать с нашими детьми. Здесь должна быть обстановка очень дружественная. Вот. Дети, которые сюда приходят, должны иметь одинаковый старт. У нас так все просчитано, что родитель приводит ребенка, и все материалы мы выдаем. Все одинаковое, у ребенка есть возможность встал, взял то, что ему требуется, и вот эта база, от которой они отталкиваются, у них одинаковая. Педагогическая отрасль человеческих знаний – одна из самых древних на Земле и, безусловно, одна из важнейших. Основой педагогики, пожалуй, во многом является понимание. Желание учителя не просто делиться знаниями и опытом, но понимать и созидать вместе. А искусство во многом один из лучших инструментов в арсенале человечества. Объединяя педагогику с творчеством, пожалуй, можно добиться удивительных результатов. Индивидуальный подход нужен каждому ребенку, чтобы каждый ребенок чувствовал себя неповторимым, чтобы он понимал, что его слушают, слышат, и доверительные отношения – это вот самое первое, на котором мы делаем вот как бы акцент. Здесь идет работа, значит, развитие навыков. Во-первых, память, мышление. Это все развивает. Это давно уже установлены факты, насколько изобразительное искусство может влиять на внутренний мир человека. Декоративно-прикладное искусство, допустим, там развивается моторика мышления, умение что-то создавать, конструировать. Говоря о результатах работы студии, кропотливого труда детей, невозможно не упомянуть о выставках, которые традиционно проводит Мухус. На каждой выставке представлены работы учеников. Все желающие могут посетить экспозицию. Не единожды проводили выставки. Очень важно, чтобы ребенок увидел итог его работы. Дети сами понимают, что они выросли. Вы понимаете, что это такое? Это настолько подстегивает дальше двигаться, что ребенку не нужно словами ничего объяснять. Он это увидел, он в этом участвует, вот оно, это счастье. Но что же самое главное в работе с детьми? Самое главное в педагогической, образовательной и воспитательной деятельности? Ответ, кажется, крайне прост. Может быть, это так вот примитивненько слышится, выглядит, но на самом деле, работая с детьми, невозможно без вот этого. Любовь, еще раз любовь. Нужно детей любить. Главные участники всего процесса – творческие, талантливые, живые, мечтательные, непоседливые и трудолюбивые, юные творцы. Они охотно рассказали нам о своих достижениях, рабочем процессе и мечтах. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Что ты стоматологом. Я хочу стать милиционером. Изобретателем. Художник или же дизайнер. Я хочу стать мультипликатором, придумывать свои мультики. Дизайнеры, изобретатели, мультипликаторы, врачи и даже полицейские. Мечты детей разнообразны, порой даже удивительны. Но пока они мечтают, созидают и творят под чутким руководством тех, кто искренне верит, все возможно. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.